6 июня Свердловский районный суд города Бишкек продлил на 2 месяца меру пресечения в виде содержания под стражей обвиняемым в совершении особо тяжкого преступления, а именно коррупции при модернизации ТЭЦ города Бишкек. В соответствии со статьями 274, 293 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, уголовное дело об особо тяжком преступлении подлежит разрешению в срок не позднее 2 месяцев. При этом суд вправе применить в отношении обвиняемого меру пресечения на срок судебного разбирательства. В случае невозможности закончить судебное разбирательство в срок, мера пресечения может быть продлена. В исключительных случаях продление срока применения меры пресечения свыше 1 года производится по мотивированному постановлению судьи, в производстве которого находится дело. Необходимо отметить, что срок содержания под стражей ограничен 1 годом только на стадии следствия. При рассмотрении дела в суде законодатель такое ограничение не устанавливал. Это сделано в целях того, чтобы обвиняемые в совершении особо тяжких преступлений, в том числе убийствах, изнасилованиях, коррупции и других преступлениях, не имели возможности затягивать срок судебного рассмотрения, зная о том, что при достижении определенного срока они будут выпущены из-под стражи. Рассмотрение уголовного дела в Свердловском районном суде началось в феврале 2019 года, и вот уже 4-й месяц не может закончиться допрос представителей потерпевших. Сторона защиты, используя свои права, носит различного рода ходатайства и в случае отказа в их удовлетворении обжалует судебные акты в Бишкекский городской суд. Кроме того, судом неоднократно были сделаны замечания адвокатам обвиняемых, которые, не слушая вопросы своих коллег, по несколько раз задают одни и те же вопросы представителям потерпевших – Министерства финансов Кыргызской Республики и ОАО «Электрические станции», что, несомненно, влияет на продолжительность судебных заседаний. Необходимо отметить, что в соответствии со статьей 14 Международного пакта о гражданских и политических правах каждый имеет право при рассмотрении любого предъявляемого ему уголовного обвинения быть судимым без неоправданной задержки. Учитывая вышеуказанные неоправданные задержки при рассмотрении данного уголовного дела, в целях установления истины по делу и постановления законного и обоснованного приговора, государственные обвинители высказали готовность принимать участие в рассмотрении дела 5 раз в неделю, то есть во все рабочие дни недели, либо установить хотя бы еще 1 день для судебного разбирательства. К сожалению, предложение государственных обвинителей не нашло поддержки со стороны адвокатов обвиняемых, и в дальнейшем дело также будет рассматриваться в назначенные ранее дни.